Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я вам покажу Якутск в кибербудущем, а также вы сможете даже увидеть наш Ленский мост. Также покажу просто эпичное видео, связанное с нашим якутским масс-рестлингом, который стал популярен уже во многих странах и покорил сердца многих спортсменов и зрителей. Также будут лайфхаки и еще много-много интереснейших событий, новостей из социальных сетей и не только. Видимо, уже совсем скоро на границе Сунтарского и Нюрбинского улусов появится новая стела. Сейчас ее изготовление в процессе, но видео и фото в социальных сетях уже восхищают всех якутян. Жестяную композицию сейчас строит кузнец Николай Михайлов из села Дюлюкювилюйского улуса, проживающий в Якутске. Она будет состоять из мужчины и женщины в национальных костюмах, держащих в руках чорон и кытыя. Кроме того, будет лошадь с полным снаряжением и жеребенок. На фото можно увидеть деревянный макет будущей стелы, лошади, и люди почти готовы. Николаю Михайлову из села Дюлюкю помогают два кузнеца из села Мар, Кюль, Сунтарского улуса. А я все еще слежу за лайфхаками от якутян из социальных сетей. Но сегодня это будет не просто лайфхак, это метод выживания от наших предков. Герой нашего материала – 67-летний Виктор Марков из Татинского района. Он сейчас покажет вам, как заготавливать камышовые узелки, которые сейчас так актуальны в некоторых районах из-за засухи. Я житель Татинского улуса села Эгидей Виктор Филиппович Марков, 67 лет. Я на протяжении 52 лет занимаюсь скотоводством и держу кур. Может, кому-то пригодится мой совет. У нас в Заречье третий год подряд засуха. Многие фермеры сталкиваются с проблемой нехватки сена. Сейчас я вам покажу, как мы выходим из положения. Этим способом выживали наши предки. Связывать камыши меня научил дед. Берутся ахаки камыша, делаются такие узелки. Надо одеть длинные резиновые сапоги, можно и на лодке, но в сапогах удобнее. Вот так обхватываем камыши, кто сколько может. Чем больше, тем лучше, потому что так трава остается сочнее. Связываем, закручиваем, дополнительно вытягиваем камыши как бы веревкой и крепко обвязываем, и так 4 раза. В день я завязываю порядка 100 клубков. У меня получается 2000 узелков на зиму. Это целый прицеп, такими узелками кормлю коров. Известный якутский графист-дизайнер-феоктист Алексеев снова показал нам будущее. Вот таким он представляет Ленский мост. На предмостном участке феоктист расположил высокие сооружения в виде СРГ и круглосуточное кафе. Также можно увидеть летающие машины, популярные якутян. Сам Ленский мост похож на тот, который изображен в утвержденном проекте. На нем также прослеживается национальный мотив, на пилонах нанесены якутские узоры. А блогер Николас также фантазировал о том, как может выглядеть в далеком гибербудущем самая главная площадь нашей республики. Якутский масс-рестлинг вошел в тренировку ВДВ. Вообще наш традиционный вид спорта просто с невероятной скоростью становится популярным уже во многих странах. Ну а сейчас представляю вашему вниманию эпичное видео с тренировок. Воздушно-десантные войскам России!
Необычайно красивая радуга в конце лета порадовала жителей Сунтарского района в селе Жархан в местности Чукар, но видео не передает всей красоты. Радуга хакаланы тити бар. Оны барам. Ол бүтәһигә ме хугуннала. Бит далы хигара радуга келен турар бу. Шуя. Чукар бригадета. В социальных сетях разлетелось видео и фото о том, что ледник Булус растаял. Булус – это излюбленное место якутян и туристов, так как там даже в самые жаркие дни лед никогда не таял. Новость, конечно же, озадачила якутян, и о том, что же это, глобальное потепление или человеческий фактор, узнавала моя коллега Туяра Филиппова. Природные наледи, которые не тают даже знойным летом, в Якутии явление нередкое. Самая большая наледь в России и вторая по величине в мире находится в Момском районе. Большая Момская наледь Улахан-Тарын площадью в 100 квадратных километров, длиной 26 километров поражает не только своими объемами, но и невероятной красотой. А наледи образуются когда? Когда вот в зимний период вода постепенно наслаиваясь друг на друга, образует такие вот мощные линзы льда. Вот, и вот, даже, к примеру, взять Тарын, наледь, Момскую наледь. Ее в отдельные годы мощность достигает более 100 километров. В мире наледи распространены там, где есть отрицать температуру и есть снег. Вот тогда там можно ожидать наледи. Но для территории Якутии это наиболее крупные наледи. Вот Момская наледь, так пример. Похожие на момские наледи, но меньшие по объему, есть и в других местах Якутии. Больше всего их на северо-востоке республики. Встречаются они и на юге, и в западной части республики. К примеру, в Верхневилюйском улусе местность Мусаппа, где лед также не тает даже летом, давно является излюбленным местом отдыха не только для приезжих туристов. Фотосессии и видеосъемки здесь часто устраивают и сами местные жители. Где еще, как не в Якутии, увидишь такое? Была в разных странах, но такой красоты, как у нас в Якутии, нигде не видела. А насколько эта красота долговечна? Знаменитый Булус в конце августа полностью растаял. Как говорят старожилы, такого не было уже многие годы. Однако то, что происходит в последние 2 года, говорит об обратном. В 2000 году лед растаял примерно в это же время, а в прошлом году и того раньше, 4 августа. Как считают ученые, процесс таяния вполне закономерный, ведь в последние 100 лет повсеместно отмечается повышение среднегодовой температуры воздуха и, как результат, увеличение глубины сезонного протаивания льда. Влияет на скорость оттайки и человеческий фактор. Действительно, вот когда туристы приходят, они как-то не очень заботятся о чистоте. Бросают банки там туда-сюда, и потом там служба, видно, есть, которая постоянно очищает эту территорию от мусора. Но вместе с тем ученых тревожит состояние не только природных наледей. Больше всего их беспокоит возникновение техногенных, которые образуются в городах в результате прорыва водопроводных и тепловых труб под зданиями каменных домов. Та вода в наледях, которая образуется, антропогенная, она, значит, летом тает, просачивается в воду, и на поверхности мерзлоты, на нижней границе сезонного талого слоя, она слоем накапливается, а зимой промерзает. И вот этот свайный фундамент начинает силу. А когда вода превращается в лед, увеличивается в несколько раз в объеме. И начинается пучение, особенно это заметно по краям каменных домов. И по мнению специалистов, настало то время, когда экологические и техногенные проблемы требуют к себе пристального внимания не только со стороны ученых, политиков, экоактивистов, но и всего населения. Ведь от осознанности и ответственности каждого зависит наше общее будущее. Туяра Филиппова, Джулус Иннокентьев, Нюргаяна Романова, Якутск, Верхневилюйский улус. В столице прошел тур-слет под названием «Зорница Челлендж». Представители разных поколений собрались в последние теплые деньки и провели потрясающие выходные в палаточном городке. Обустроить палатку, пройти полосу препятствий и приготовить самый вкусный походный бутерброд. Такие, казалось бы, не очень сложные задания предстояло выполнить участникам
турслета «Зорница Челлендж». Но самое главное здесь, конечно же, не победа. Самое главное – связь поколений. Туристический слет проводится уже в 3-й раз. В этом году в нем приняли участие 8 команд из районов республики и 2 столичных городских округов. В этом году организаторы решили немного изменить формат и наряду с представителями старшего поколения пригласить на него молодежь. Мы решили, что в команде из 8 человек 4 человека это будут люди старше 55 и до 70 лет, и 4 человека это молодежь до 35 лет. Я пообщалась с делегацией Хангаласского района, Горного района, Мегино-Кангаласского района, и они говорят, что именно такие составы команды очень актуальны, да, и, в общем-то, молодежь совсем по-другому, наверное, смотрит на свое старшее поколение, и я думаю, что эту тему нам вообще надо развивать. Молодые люди с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в слете. Для многих из них это первый подобный опыт, и упустить шанс поучаствовать в мероприятии и пообщаться с представителями старшего поколения никто не отказался. Это мой первый опыт, я приехала первый раз. Мне очень нравится, что здесь есть 2 поколения, и это очень сплочает народ. Бегали по препятствиям и стреляли, и также бросали гранаты. Интересно тут полевые сборы, военно-патриотическая вайб такой. Конечно, всем рекомендую сюда приходить, потому что это, во-первых, опыт, то, что в таких условиях жить можно. И, во-первых, это знакомства новые, новые ощущения, новые эмоции. Для старшего поколения «Зорница Челлендж» – это возможность хоть ненадолго вернуться во времена своей молодости, вновь почувствовать себя студентами и студентками, а заодно и поближе познакомиться с современной молодежью. Мы каждое утро занимаемся скандинавской ходьбой, группа наша Сардана, Портовская. И там мне, соответственно, пригласили поучаствовать в этом мероприятии. И в основном-то у нас много женщин, они в основном, с этой группы тоже. Молодость вспомнили. Раньше-то в наше время тоже эта зорница, она была, участвовали в этих играх. Это мероприятия, они полезны, они воспитывают какой-то патриотический, молодежи дух, так это самое. В наше время оно как-то было поставлено, сейчас маленько вроде как, опять возрождается потихоньку. На вопрос, нужны ли подобные мероприятия, и стар, и млад в один голос ответили, что, конечно, нужны. И чем чаще представители разных поколений будут общаться и проводить вместе время, тем лучше будут понимать друг друга. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Ну что ж, а на этом наш выпуск подошел к концу, но я с вами прощаюсь ненадолго. Вы всегда можете посмотреть выпуски News on Air в 11 и 17 часов на телеканале Якутия-24. А если не успеваете, то, конечно же, на нашем YouTube-канале Якутия-24 все выпуски доступны к просмотру в любое время. Всем хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч в эфире!